Система автоматического весогабаритного контроля в Коми работает исправно. Правда, пока только технически. Постановления о нарушениях не выписывают. Водителям дали время привыкнуть к работе пунктов. Впрочем, со дня на день первые штрафы направят по адресам. И бизнес уже готовится увидеть в квитках кругленькие суммы. Речь о сотнях тысяч рублей. Многие, скорее всего, решат оспаривать факты превышения, ведь проверить их не представляется возможным. Замечали не раз, что весы работают некорректно. И понимаем, что если мы не нарушаем закон, какие у нас есть права и полномочия, чтобы доказать свою невиновность. Андрей Львович не мог нам ответить на этот вопрос. Потому что то, что мы видим там, нам ссылают, например, там с других стран, но у них у всех есть контрольные весы. В магазине, когда мы покупаем масло, там есть тоже контрольные весы. А здесь, получается, наша машина проехала, если показали, что он нарушила, или не показали, а пришел штраф через 2 недели, там 500 тысяч рублей, и мы не знаем, что с ним делать. Впрочем, если гиганты, затянув пояса со штрафами, еще рассчитаются, то малый и средний бизнес могут оказаться на грани. Всего за месяц работы электронных весов некоторые предприятия уже понесли убытки и решили отказаться от планов по развитию. В Усть-Куломском районе сразу 3 предпринимателя отозвали авансы на приобретение техники, которую планировали закупить в рамках модернизации. Даже если человек понимает, я в принципе прав, я знаю, это неправильно, это приемка, это система, он не идет туда, он просто закрывает бизнес, потому что он должен впервые платить этот штраф, и потом идет суд. Лесовозы не догружают, но самого груза от этого меньше не становится. Поэтому увеличивается количество машин. И ездят они чаще. Отсюда трафик, как отмечается, он вырос в разы. А это еще большой удар по безопасности на дорогах. У муниципалов свои опасения. 3 года назад мы воевали с лесозаготовителями, которые везли не только 4 пачки, как мы говорим, под 60 тонн, везли 5 пачек. И, слава богу, удалось прийти к компромиссу. Не получится ли так, что сегодня, поставив такие жесткие условия на рамки, мы вынудим наших предпринимателей внутри наших районов вернуться к этой схеме? Они сегодня возьмут, я сейчас говорю не про тех, кто здесь присутствует, а про иных, базы себе перевалочные, там, в Кировском районе, может, поближе к Сыктывкару, и будут вести по тем дорогам, где нет весового контроля, эти 5 пачек вернутся, а потом будут, соблюдая закон, 44 тонны перевозить в Сыктывкар. Еще одно предложение – давать послабление зимой. Выделять площадки под хранение древесины и даже догружать лесовозы. Перевес в это время года, говорят предприниматели, никак не скажется на качестве полотна. В десятки раз увеличивается несущая способность даже грунтовых, не говоря уже про асфальтовые или бетонные покрытия, в десятки раз увеличивается в зависимости от роста температуры, роста в смысле вниз, падения температуры наружного воздуха. В десятки раз, понимаете? То есть вот то, что сегодня везет, она может и 200 тонн, под ней 3 метра промерзло грунта, и без разницы, сколько ты везешь. А вот мосты под ударом в любое время года. Если современные дороги рассчитаны на машины, которые дают нагрузку в 10-11 тонн на ось, то мосты к таким тяжеловесам не готовы. К примеру, Слуцкий мост уже в критическом состоянии. Мы ведь дошутимся до того, что мы просто потеряем или Затонский мост, или Слуцкий, который на Слуцком мосту вообще уже началось разрушение опор. То есть если мы Слуцкий мост сейчас не поднимем, то мы потеряем направление до Ухты. Я думаю, что Затонский мост не исключение. Кстати, после громкой аварии в районе Краснозатонского моста лесовозов на этом участке меньше не стало. Напротив, нагрузка на направление увеличилась. Мы ограничили движение больших грузов по нашему направлению Яснок через понтонную переправу. И путем внесения ограничений 8 тонн на массу. Понятно, что это только для проезда легкового и спецтранспорта, не более того. Поэтому все лесозаготовители, которые на том направлении работают, они сейчас направлены как раз по пути через Затон, где и случилось вот это резонансное ДТП. Депутаты отметили, весовой контроль сегодня проблема не только для лесозаготовителей, но и для аграриев. Сельхозпредприятия не могут завозить зерно и удобрения. Впрочем, решить проблему можно только на федеральном уровне. Поэтому все предложения Госсовет направит в Москву с просьбой пересмотреть профильное законодательство. Таисия Жакова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.